Пограничный пункт пропуска Верхний Ларс 7 июня работает по особому графику. Теперь пересечь российско-грузинскую границу можно только с 6 утра до 17 часов. С инициативой перейти на дневной режим выступила грузинская сторона. Основная причина – угроза схода селевых потоков. Скопилось много воды, которая сможет, как в позапрошлом году, сойти на полотно и опять будут жертвы людей. Поэтому сейчас пограничники Грузии, наши таможенники, работают по дневному варианту. Исключением составляет то, что наш российский пункт пропуска Верхний Ларс на въезд в Российскую Федерацию работает в круглосуточном режиме. Дневной режим работы с 6 часов до 17. Час дается на то, чтобы машины, находящиеся в пункте пропуска, закончили дооформление и могли выехать на территорию Грузии. В связи со сложившейся ситуацией на российско-грузинской границе скопились многокилометровые автомобильные очереди. За сутки через пограничный пост проезжает около 1500 единиц транспорта, что превышает пропускную способность. Все эти вопросы были рассмотрены на прошедшем в правительстве совещании под руководством премьер-министра Сергея Такоева. По словам чиновников, необходимо расширить возможности с помощью дополнительных постов перед КПП Верхний Ларс. В первый раз выезжаете в Грузию? В Грузию, да. С какой целью? Что? Цель поездки вашей? К родственникам едем. Гости к нам едешь? Да. Вот в Тбилиси. Ясно. Счастливого пути. Спасибо. И если легковые транспорты успевают проскочить пост через пару часов, водителям фур везет меньше. Им приходится ждать по несколько суток. Я думал, я буду сутки минимум здесь стоять, тем более с семьей. И еду уже вторые сутки уставший. Но за час я буквально вот здесь заехал. Задержек никаких нет, работают все колонки, поэтому проходим быстро. То, что на дневном режиме, в принципе, да, известно. Когда КПП начнут функционировать в круглосуточном режиме, пока неизвестно. Участникам движения настоятельно рекомендуется воздержаться от пересечения российско-грузинской границы. Здесь уже стоят десятки легковых автомашин и фур. Из-за угрозы схода селевых потоков на территории Грузии в МЧС следят за уровнем воды в реке Терек. Спасатели Северной Осетии готовы отреагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Земфира Лулаева, Елена Черенкова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Thank you.